Христовым, потому что благая весть, она тем сложна, да, что прежде чем ее прежде чем увестить дальше, ее надо принять самому и удержать в своем сердце. Сейчас в этом веке, в котором мы живем, это очень сложно. Очень сложно остаться христианином, потому что мир сей проповедует нам иные ценности, выходя на улицу, подвергаясь воздействию массовой информации, просто тех установок, которые живут в мире всем, они тоже меняют наше сердце, делают нас неверными Христу, делают нас малодушными. И в таком состоянии, в малодушном состоянии, очень сложно проповедовать, да, очень сложно кого-то убедить в истинности твоей веры, если в твоем сердце этой веры нету, если в твоем сердце вера ушла. Надо это состояние бояться и просить Бога даровать тебе веру, стать действительно верующим христианином. И это будет, наверное, всей жизни каждого из нас, потому что как-то владыка Феогноста спросили: владыка, вы верующий? Он говорит, если бы, говорит, я был верующий, я бы горы переставлял. Но я, говорит, очень хочу стать верующим. Вот это для нас, мне кажется, такой уровень, показатель и нашего смирения, которое должно быть в нашем сердце. И наша проповедь, чтобы она заключалась прежде всего в нашей жизни. Чтобы мы проповедовали нашей жизнью христианской или хотя бы подражающей, пытающейся быть таковой. И вот мученики, те святые, которые вот у нас сами замечательные иконы перед нами лежат, пусть будут нам в этом помощниками, именно в том, чтобы жить по-христиански. А по-христиански жить это не значит кого-то вокруг обличать, да, или кого-то осуждать, а прежде всего любить. Любить тех, кто вокруг тебя, своих ближних. И они, почувствуя эту любовь, почувствуя, что в христианах что-то есть, что это люди не века сего, а какие-то небожители, тогда они действительно захотят принять ту же самую веру, которую мы с вами исповедуем. Потому что без этого проповедь, она не настоящая будет. Проповедь, она будет лишена главного, лишена соли. Лишена соли, а соль – это любовь. Соль проповеди – это любовь к людям, любовь к Богу. Поэтому будем возгревать эту любовь в нашем сердце через молитву, через участие в святых таинствах, в Святой Церкви, не отступать от них, да, и регулярно посещаться святых христовых тайн, регулярно приступать к исповеди, очищать свое сердце, быть верными Богу. И тогда Господь, видя нашу ревность, видя нашу любовь и нашим словам, которые мы обращаем к нашим ближним, даст какой-то успех, даст какое-то продолжение в их сердце, это отзовется какой-то любовью, каким-то продолжением в жизни. Спасибо. Да, и всем участникам молитвы мы приготовили с Евгением подарок, книгу на татарском языке «История пророков». Это можно будет сейчас раздаться. Берите, пожалуйста, все, потому что всякие